В сентябре мы отправились в очередную командировку на северо-восток нашей республики, в Аллаиховский улус. Находится он за полярным кругом. Здесь нам предстояло снять приемные семьи, живущие в районном центре, поселке Чакурдах. Мы увидели, как строится новая просторная школа и дома. Герои нашей передачи – приемная семья Вапиловских. Юрий Васильевич и Анастасия Валентиновна воспитывают 3 приемных детей – 9-летнюю Любу, 6-летнего Никиту и 4-летнего Илью. Сам я с многодетной семьи. Когда мы с Настей сошлись, расписались, стали вместе жить, проходит определенное время, детей нет. Мы приняли решение либо жить вообще без детей, но это нереально, либо жить ради себя, это тоже будет эгоистично. Ну и один из способов – это как раз приемные дети. И давай рассматривать эти варианты уже по приемным детям. И получилось так, что, ну, как говорится, случайности не случайности. Вот мы нашли через регионального оператора Алтайского края ребенка, Любашку. И вот как раз получилось так, что давай документы собирать, все собрали, все, и все как по маслу, как бы получилось, все как по накатанному, все. Надо одно, второе, третье, десятое. Допустим, была проблема со школой приемных родителей. В Алтайском крае их не было, потому что был летний отпуск, летний период, все в отпусках были, все. Пришлось в Красноярском крае выезжать и там отучиться. Отучились, все. И как раз в мае месяце Любашки родители лишили родительских прав, а в июне месяце мы ее взяли. После того, как мы ее взяли, через определенное время проходит, давай думать уже о сестренке ее. Вот. Но сестренка не получилось, Бог нам послал этих 2 братьев. Все. Как сперва нам дали их на выходные дни, чтобы в субботу их привезли. Мама ее, их забрали. В субботу привезли, сказали, в среду будет рейс на Якутск, их в детский дом. Ну, мы подумали с Настей, решили, взяли их все. Сперва на временную опеку, потом уже как приемная семья, оформим здесь уже все. И вот они растут. Илюшке как раз было 8 месяцев, Никитке было 2 и 10. Мы Любашку взяли, ей год и 8 было, но по развитию ей ставили 9 месяцев. И очень много диагнозов ставили ей все. После того, как мы ее взяли, мы через медицинские учреждения диагнозы поснимали, все, потому что там ставят по максимуму все, потом убирают все. И школу приемных родителей мы там проходили, очень интересно было и познавательно все. Конечно, это очень сложно. Вообще прием, дети, это не просто. Очень много сил уходит, да, но столько тебе возвращается вообще какого-то позитива, и от них столько много любви. Это же просто обычные дети, приемные дети, которым нужна папа, мама, вот, которым нужна папа и мама. Им нужна семья, стабильность и счастливая семья. Юрий Васильевич много времени проводит с приемными мальчиками. Вместе они собирают любимые конструкторы, мастерят и плотничают. Воспитание в многодетной семье, безусловно, играет большую роль в развитии детей. Ну, кроме того, что мы вот так вот играемся, это, во-первых, и моторика, и конструирование идет, мы с ними все домашние, бытовые, мужские дела делаем. Они у меня и ножовкой учатся пилить, и шуруповертом крутить учатся, все под присмотром, все. Помогают они, если мы кушать готовим на выходных днях, это мужская выходной день, это приготовление пищи, мужчины готовят все вот у нас, вот тоже нарезают, и все начинается, допустим, когда у нас осень, закупка овощей, лука, морковки, заготовка на зиму, и они, соответственно, тоже помогают и чистят морковку, и шоркают, все по дому помогают делать. Учу их кровати заправлять, то есть бытовые утренние дела делать. Учу их вещи раскладывать, чтобы они знали, что у каждой вещи есть свое место, чтобы они туда могли ложить. Ну и все, что сам умею, тому и учу. Ну а главное занятие Анастасии Валентиновны и приемной дочери Любы – рукоделие. Только зная какие-то вообще основы, историю свою, да, своих героев, своих каких-то девиц-героинь, вообще свою культуру, да, российскую,
ты уже можешь что-то дальше, как сказать, уже, то есть современному чему-то нанизывать, да. Поэтому, ну, у нас с дочкой рукодельная. Папа, он учит, они всегда ремонтируют все вместе с мальчишками, а мы с Любашкой, мы как-то стараемся рукодельничать. Вот у нас с Любашкой, с дочкой проект. Это у нас должна получиться рукодельная куколка. Да, это мама шьет ее вот на специальных уроках, да, которая будет подружкой, сестренкой, которая очень такая мягкая, качественная. И вот мы ее шьем. Угу. Такая вот она, да, тут специальные, ну, специальные материалы качественные, да, это у нее волосики будут, это специальная пряжа, шерсть. То рукодельничаем понемножку, да, мне важно Любашку научить, чтобы она была рукодельницей. Ну, как-то, чтобы она руками, да, потому что каким-то компьютером, гаджетом они научатся когда-то потом, когда повзрослеют. А сейчас у нас на гаджеты запрет у нас, и у нас, то есть руками бегайте, играйте, творите, кубики, пожалуйста, рисуйте. То есть все ручной, да, ручной труд. Ну а Юрий Васильевич создает картины из алмазной мозаики. За 5 лет он сделал более 80 работ на разные темы. Среди них есть любимые и родные люди. Одно из главных увлечений семьи – чтение. Мы такие тоже книголюбы, Никитка у нас большой любитель, вообще главный. И дети стали такими же любителями. То есть и мы тут изучаем историю нашу, да, в этих книгах нахожу серии. То есть вот Николай II с семьей. Недавно читали Федора Ушакова. Да, и у меня задача такая прям главная, чтобы дети знали наших героев, да, не каких-то американских, да, там, я не знаю, да, этих Человеков-пауков, да, а чтобы дети знали, да, про Александра Невского мы прочитали книгу, вообще отличная книга, тут такие все старинные какие-то иллюстрации, да, и чтобы они знали, да, наших героев, нашу историю какую-то, наших, это же такие примеры, ну, вообще для подражания, смелости, да, и примеры мужества, и примеры героизма, да, чтобы, в общем, мальчишки росли у меня мужественными, смелыми. Пример сильного и мужественного человека, пожарного, дети видят, приходя в пожарную часть. Здесь работает Юрий Васильевич. Он начальник отделения надзорной деятельности МЧС России по Глайховскому району. Трудится в МЧС Юрий Васильевич вот уже 13 лет. Он имеет высшие правительственные награды и поощрения руководства. Его работа очень важна, и дети, приходя в пожарную часть, видят машины, оборудование, рабочие места пожарных и понимают нужность этой профессии. Нет, я вас за руль не посажу, сюда залазьте. Люба, залазь. Вполне возможно, что 6-летний Никита и 4-летний Илья, став взрослыми, пойдут по стопам приемного папы и будут работать в МЧС. Дома дети с удовольствием занимаются в спортивном уголке, установленном Юрием Васильевичем. Залезают по лестнице, висят на кольцах, турнике, и главный их тренер – приемный папа. Семья любит активный отдых. Все вместе они путешествуют по стране, выезжают на природу, рыбалку. Я нарисовала свою семью на папин день рождения. Это папа, это мама, Никита, Илюша и я на каблуках. Проведя почти день в гостях у приемной семьи Вапиловских, мы увидели, как воспитываются дети в уважении к родной истории и культуре, почитании семейных ценностей. Живя за полярным кругом в непростых северных условиях, Юрий Васильевич и Анастасия Валентиновна Вапиловские делают все для успешного и достойного воспитания приемных детей. Мен атым Василина, мені фольклорға жарықтанабын. Мен басты класс бұттан хағала бұттым.
Билигин мен бу сылга элбек сердерге хыджыбытым, былырын эме. Бастыкы хыджыбыт сирем Чувашия баран кэлбитим атын оголору кытта. Бихи бәбит хербитин туохпутуну көддөрбүппүт. Народ ырыбытын охо хайдабыппыт игин. Алтыннега мен атын оголору кытта, фольклордары кытта эме туох кабар быппыт. Уфага көппүппүт. Онна баран болак. Бихи бәбит концертын оран онна көддөрбүппүт. Уфа тоғугар районугар. Онна бихине хайга буттара ага игин. Оны бихи вербеппит игин. Ол кенниттене мен бу кыхын туохха бар бытым. Министерство елкатыр бар бытым. Онна наха чуга итемме Москвага бу. Бу хаңа жыл болбута. Онна мен әлбәқ оғалар әме болбутум да вербүтүм, игин көппүтүм наха чуэта. Тырайын анайылы қарақай, таранарайылы қарақай, саппы күтті оньярақай, бәрегеті қаңнарақай. Мен тоққа колледж, культурный колледжға керияқпен бағарабын, онна Айтилина Михайловна көрдік, оғалары үйеретер, онны мұна оғу қайға, олан қоғы, үреға тойыққа үйеретер болықпын бағарабын. Оннық маннық атын жанларға кәпсияқпен бағарабын. Олан қотуғынан, оғу қай туғынан қайдақ тұқтырға үйеретерге егін хөбеләйін амалан берекпен бағарабын жанларға. Онна бұ мен оғу қайды хыджары, олон қалу хыджары, тойықту хыджары туқпын, мен халғықпын бағарабын, күрік. Онна жанларға туқ білі көрі болықпын бағарабын. Ән көқтірін түннерін көрі жары болума, Мы надеемся, что Василина обретет семью.